Драгоценная церковь, драгоценные братья и сестры, приветствую вас любовью Христовой. Слава Богу, что мы опять в воскресенье здесь собрались как одна большая семья, потому что мы, искупленные драгоценной кровью Иисуса Христа, называемся детьми Божьими, народом Божьим. И тот, кто нас любит безусловной любовью, принимает нас такими, какие мы есть, и держит в своих руках наши жизни, Он достоин хвалы и поклонения, достоин поклонения всего нашего сердца, всего нашего разума, лишь только потому, что Он, не ради того, что Он что-то делает в нашей жизни, но потому, что Он Отец наш, Он Бог. И поэтому мы сегодня давайте будем всей душой, всем сердцем простираться к Нему, благодарить Его, говорить Ему слова благолепия, и потому что только Он один достоин хвалы и поклонения. Аминь. Воскликну аллилуйя в присутствии врагов моих. Воскликну аллилуйя, вижу я, как тьма бежит. Воскликну аллилуйя, мое оружие хвала. Воскликну аллилуйя, за нас воюют небеса. Воскликну аллилуйя, в присутствии врагов моих. Воскликну аллилуйя, вижу я, как тьма бежит. Воскликну аллилуйя, мое оружие хвала. Воскликну аллилуйя, за нас воюют небеса. Я буду петь среди шторма и волн, громче и громче хвалу мою слышь, Господь. Из пепла восстала надежда моя, Ты победил свет, воскресший наш царь. Воскликну
возглашаю громче, возглашаю громче, возглашаю громче, возглашаю громче, возглашаю громче, возглашаю громче, в присутствии врагов моих, возглашаю громче, и вижу я, тьма бежит, возглашаю громче, мое оружие хвала, возглашаю громче, за нас воюют небеса, я буду петь среди шторма его. Громче и громче, хвалу мою слышь, Господь. Из пепла восстала надежда моя. Ты победил смерть, воскресший наш царь. Я буду петь среди шторма его. Громче и громче, хвалу мою слышь, Господь. Из пепла восстала надежда моя. Ты победил смерть, воскресший наш царь. воскликну аллилуйя, 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 воскликну аллилуйя. Воскликни аллилуйя нашему Господу, Господь, Ты достоин всей славы. Аллилуйя Тебе наш Бог. Каждое утро обновляется Твоя благодать. Каждое утро обновляется Твоя благодать. Каждое утро я иду навстречу себе. О мой Бог, каждое утро обновляется Твоя благодать. Каждое утро Ты даруешь силы жить и любить. Каждое утро Ты даруешь силы жить и любить. Каждое утро я иду навстречу новому дню. О мой Бог, каждое утро Ты даруешь силы жить и любить. принимаем Твою благодать На этот день, на наши души,
спасибо Тебе за Твою благодать в каждом дне. Благодарим Тебя, Господь, что она изливается безмерно, и нам не нужно ее заслуживать, Господь. Вот так Тебе благодарны. Не забуду я, как Ты освободил нас, разделил моря. Это исход моего сердца. Ты спас нас, избавил, воды удерживал Господь. О, Яхве, Бог воюет за меня, одержу победу я. Аллилуйя, аллилуйя. Море разделил Господь, нас в глубины Он ведет.
Аллилуйя, Господь. Ты за нас, Господь. Тот, кто нас, больше того, кто в мире. Господь даровал победу еще 2000 лет назад. Стой и ходи в этой победе, потому что Господь великий Бог, и Он всегда рядом. Его победа внутри тебя. Аллилуйя, Господь. Приди, Дух Святой, в силе Своей, сойди на меня, излей свой елей. Жду Тебя, прекрасный, чудесный Дух Святой, и с каждым днем растет во мне любовь. Приди, Дух Святой, в силе Своей, сойди на меня, излей свой елей. Жду Тебя, прекрасный, чудесный Дух Святой, и с каждым днем растет во мне любовь. Стремлюсь к Тебе, мой Бог, своею крепкой рукой, хранишь меня и ведешь в свое присутствие вновь. Я в ожидании стою, встретить Тебя лицом к лицу. Тебе молюсь, Тебе пою, мой Бог. Айдын күз күнен мигин толо, күзде калгыз гына мигин алга, күтө бинейги кере айытын, күнден күнеге таптал үне. Эйеге жулуо күзден дилигинене, арыздыгын келбеге миңин киллереги. Эйигин күтен турабы, күндүмөсүн күн көрөрү. Көрдөбү ыллыбын эйеге, эйеге жулуо күзден дилигинене, арыздыгын келбеге мигин киллереги. Эйигин күтен турабы, күндүмөсүн күн көрөрү. Көрдөбү ыллыбын эйеге. Стремлюсь к Тебе, мой Бог, своею крепкой рукой, хранишь меня и ведешь в своем присутствии вновь. Я в ожидании стою, встретить Тебя лицом к лицу. Тебе молюсь, Тебе пою, мой Бог. Тебе молюсь, Тебе пою, мой Бог. Тебе молюсь, Тебе пою, мой Бог. Мы Тебе молимся и Тебе воспеваем, наш Господь. Спасибо Тебе, Иисус, что в каждом дне Ты с нами, Ты оберегаешь нас, защищаешь нас, хранишь нас, Господь. Мы так благодарны Тебе, Иисус. Хранит пусть Тебя Бог, явит милость свою и благословит с Тобой пусть пребудет, даст в сердце
мир. Да пребудет с тобой Бог, да презрит Он лицом своим на тебя защитой. Пусть будет даст сердце мир. Аминь, аминь, хранит пусть тебя Бог, явит милость свою и благословит с тобой. Пусть пребудет, даст сердце мир. Аминь, аминь, да пребудет Божья милость среди тысяч поколений в твоем роде, в твоем доме, в твоих детях и в их детях. Да пребудет Божья милость среди тысяч поколений в твоем роде, в твоем доме, в твоих детях и в их детях. Его слава пусть наполнит каждый вдох твой, каждый выдох, каждый вход твой, каждый выдох. Он откроет, Он с тобою ранним утром, поздней ночью. Он твой воздух, твой источник, когда плачешь.
хранит, пусть тебя Бог явит милость свою и благословит с тобой, пусть прибудет, даст в сердце мир. Спасибо, Господь, что Ты хранишь каждого из нас, что Ты оберегаешь нас, Господь, что Ты не оставишь нас никогда, что Ты всегда с нами, Иисус. Даже небо и земля пройдет, но Твоя любовь, Твоя верность, Твоя надежда, Господь, Ты всегда с нами в своей великой любви к нам. Аллилуйя Тебе, наш Бог. Аллилуйя. Так реально Божие присутствие. Аллилуйя, Господь, мы благодарим Тебя, Отец, за то, что Ты здесь, за то, что присутствие Духа Святого настолько сильно. Ты так любишь нас, Господь, Ты принимаешь нас такими, какие мы есть. Отец, и мы сейчас открываем свои сердца, чтобы Ты осветил нас, Господи, освети, Господь, во имя Иисуса Христа. Аллилуйя, Господь, мы жаждем Твоей любви, мы жаждем Твоего присутствия, Господь, каждое мгновение. И сейчас, Господь, когда Ты настолько близок, настолько Ты с нами рядом, Господь, Ты всегда, Господь, но сегодня особенно, Господь, Ты изливаешь на нас, Господь. Прямо сейчас, Господь, прикоснись каждая болящая душу, Господь. Пусть всякая немощь, Господь, она уйдет во имя Иисуса Христа. Пусть всякие оковы несвободы, они спадут во имя Иисуса Христа. Ава, Отче, и мы сегодня, как церковь, говорим Тебе, благодарим, Господи, благодарим за Твою безмерную любовь и заботу Твою, за то, что Ты каждый раз, каждое утро милуешь и являешь свою благодать. Твое присутствие настолько реально, Господь, что даже, может быть, невозможно стоять в этом зале, Господи. Тебя столько много, Господи, спасибо Тебе. И мы благодарим Тебя, что мы являемся сегодня церковью, ибо Ты создал церковь и сказал, что врата ада его не одолеют. Истинно так, Господь, да будет Твоя церковь неодолима, потому что Ты победил. Ты победил смерть, ад и грех. Твоя кровь, которая проливалась за каждого из нас, она животворяет, она исцеляет. Спасибо Тебе, Отец Небесный. Мы благодарим Тебя за церковь, за то, что сегодня мы можем вот так свободно собраться, провозглашать Твою истину, Твою любовь, Господи, что мы сегодня не преследуем, Господи, во имя Иисуса Христа. И да будет всегда так, Господь, что церковь Твоя, Господь, будет распространяться до края земли, и что эта земля наполнится славой Твоей. И все мы будем называться Твоим народом, Твоими детьми. Вся слава да будет Тебе, Господь. Благодарим, Отец, и мы сегодня ожидаем слова от Тебя, Господь, в надежде, что каждое сердце, она будет посеяна на правильную почву наших сердец. Господь, благослови наши уши, благослови наши сердца, что они сейчас открылись, чтобы мы не пропустили, Господь, Твое посещение, когда есть возможность измениться, когда есть возможность, Господь, получить Слово для своей жизни, Слово откровения. Отец, мы благодарим Тебя за то, что Ты щедрый, Господь, за то, что Ты любящий. Спасибо Тебе, Господи, за эту церковь, за тех людей, которые трудятся, Господь, ради того, чтобы Евангелие, оно распространилось по всей земле. Мы благодарим Тебя за нашего пастора, за то, что Ты нашел его верным, так Слово говорит, Господь. Ты нашел его верным и поставил его на служение. Пусть он будет, Господь, твердого духа, непоколебимого, Господь, как духа у Даниила, Господи. Да будет он ведом, Господь, во всех вопросах сведущий, Господь. Ибо мудрость да будет от Тебя во имя Иисуса Христа. Мы благословляем каждого служителя в этой церкви и каждого человека, молящегося, и тех людей, Господь, которые жаждут служить Тебе. Пусть это придет в их жизнь, пусть высвободится
Твое предназначение в жизнь каждого из нас, Господь. И да будем мы едины, как Ты сказал, Господь, чтобы люди видели в нас Твою любовь, чтобы видели в нас Твой народ, Твою церковь. Спасибо Тебе, Господь. И, драгоценные братья и сестры, я благословляю ваши сердца, ваши уши, чтобы вы приняли каждый то важное, зачем вы сюда сегодня пришли. И пусть в каждой сфере вашей жизни придет ответ, придет слово Рема, Господь, во имя Иисуса Христа. Будьте благословенны во имя Отца и Сына, Святого Духа. Аминь. И сейчас я приглашаю Наталью Дмитриевну, служителей детского служения и детей наших. И слава Богу, что в нашей церкви есть детское служение, когда дети от малых лет могут наставляться Словом Божьим, и их научает Господь. И также в нашей церкви я могу отметить, что плоды этого служения уже есть. Этих молодых людей, Данила, Зою и Кристину, которых вы видите за музыкальными инструментами, они когда-то были еще такими маленькими детьми. Они всегда ходили на детское служение, и Господь однажды высвободил их, как служителей этой церкви. Слава Господу! Доброе утро, дорогая церковь. Я хочу подтвердить свидетельством небольшим слова Светланы, да. У нас до сих пор сохранились фотографии, когда мы на кухне сидели и проводили детское служение. Еще у нас не было здания этого, мы только о нем молились. Но детки были очень маленькие, и фотографии остались, что они были вот на самом такие малюсенькие. Сегодня, да, они уже служители, слава Господу. И на самом деле наше отношение такое к детям, мы сегодня даже к самым маленьким, что они не будущие служители, они уже в настоящем служители. Они наполнены Духом Святым, они наполнены дарами Духа Святого. И мы об этом просим Господа, чтобы эти дары, они были просто проявлены в жизни каждого ребенка. Потому что для каждого ребенка Господь приготовил собственный план для его жизни. И мы молим Тебя сегодня, Господь, за каждую девочку, за каждого мальчика. Потому что когда мы называем, да, они дети Божьи, они являются детьми, ребенком нам легче всего сказать, да, они являются Божьими детьми. И мы, Господь, просим Тебя, благослови сегодня каждого ребенка, Божью дочь, Божьего сына, которые сейчас стоят перед Тобой. И мы просим, Господь, просто благослови их до избытка. И у каждого, Господь, у них есть свой дар, который Ты ему дал. И пусть эти дары, Господь, они служат и им, и также людям, Господь. И чтобы ни один дар, он не пропал, чтобы ни один ребенок, как говорится, Господь, не ушел от Тебя, чтобы они не ходили своими путями, но ходили Твоими путями, Господь. И я просто благословляю, чтобы то чистое словесное молоко, которое сегодня питаются наши дети, чтобы оно произвело добрый плод в их жизни, Господь, чтобы они были послушны родителям, чтобы они послушны были Тебе, Господь, чтобы они имели не сребролюбивый нрав, Господь, но чтобы их сердца, Господь, они всегда были открыты для Тебя, для людей, Господь, чтобы они не были эгоистичными, но чтобы они всегда, Господь, были наполнены Твоей любовью и изливали эту любовь на всех людей, с которыми они общаются, с которыми они проживают в доме, Господь. И, Господь, просто пусть они будут старательны в учебе, Господь, пусть их ждет успех, заслуженный успех, чтобы они, Господь, умели трудиться, чтобы мы разрушаем просто всякую лень, Господь, которая сегодня пытается одолеть наших детей, чтобы они не достигли тех успехов, Господь, которые Ты для них приготовил. Но пусть они будут успешны на всех путях, Господь. И дай им силу и мужество, Господь, противостоять всяким плотским искушениям. И пусть они всегда делают правильный выбор, Господь, в своих поступках. И
Пусть они, Господь, всегда отвергают мысли, которые не от Тебя, но принимают чистые, святые мысли, которые Ты им посылаешь. И пусть они отличают, Господь, добро от зла. И точно так же пусть они не водят дружбу ни с какими, Господь, людьми, которые могут их увести от Тебя, Господь, которые имеют на них плохое влияние. Пусть они различают, пусть они имеют развлечение, твердость духа, просто отвергать этих друзей, Господь, чтобы они не могли влиять на них. Но, Господь, сами имели мужество всегда высказать твердо свою позицию и придерживаться ее, Господь. Пусть у них будут верные, честные друзья, Господь. И также пусть они будут здоровые, пусть Твоя защита и охрана всегда будут над ними, Господь. Защити от всяких болезней, от всяких вирусов, от всяких бактерий. Пусть ни одна болезнь не прилепится к ним. Мы провозглашаем божественное здоровье в жизнь каждого ребенка во имя Иисуса Христа. Аминь. Слава Богу. Зал у нас чудесным образом наполнился, приумножение. Драгоценные, я приветствую вас, тех, кто пришли, присоединились к собранию. И у нас есть еще одно служение, когда мы приносим в церковь из того, что Господь нам дает, свои финансы. И благодаря этому наша церковь строится из года в год, все более комфортнее становится находиться в церкви. Как сказал нам пастор, уже мягкое покрытие для пола едет. Как называется, Слава? Пульт. Да, аппаратура у нас обновляется и совершенствуется. Это благодаря вашим даяниям. Слава Богу за вас, за то, что вы есть верные, потому что Слово Божие говорит: верного малом поставлю над большим. И я благословляю вас быть верными в своих даяниях, в Слове Божьем. И когда мы Слово Божие исполняем, то оно еще более дает плоды в нашей жизни. Аминь. Будьте благословенны. И можно, Давид, попросить вывести на экран номер карты, где можно переводы сделать. Слава Богу. И сейчас я хочу пригласить Любовь Николаевну Шванову. Она сегодня поделится словом. Сейчас кафедру поставим. Можно, брат, попросить Славы? Или Слава сам может? О, Слава сам может. Слава Богу. Добрый день, драгоценная церковь. Рада всех видеть. У нас сегодня такая серьезная тема, но я думаю, что вы будете благословлены. Называется она «Не будь жестоким судьей». Осуждение – это самый распространенный грех не только в мире среди неверующих, но и в христианской среде, к сожалению. И с ним сталкивается каждый человек. Вот каждый. Это грех, которого мы часто не замечаем, или мы считаем его чем-то маловажным. Но он, как ржавчина, незаметно поедает изнутри, ворует мир, ворует радость, сокращает нашу жизнь. Если я задам такой вам вопрос: осуждаете ли вы других людей? Многие из вас искренне ответят, что нет. А если я спрошу, имеете ли вы на кого-нибудь обиду, обижаетесь ли вы? Число отрицательных ответов, да, в случае жизни. Как себя следует вести? И он написан в Матфея 7 главе, 12 стих. Итак, во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними. Есть такое?
Как мы хотим, чтобы с нами поступали люди? Чтобы относились к нам с пониманием, с уважением, ценили нас, любили нас, были к нам милосердны, добры, снисходительны, не осуждали нас, великодушно прощали проступки и так далее, и так далее. Мы можем этот перечень написать еще гораздо больше. Это возможно? Ну, частично да, но для этого нам самим нужно с другими людьми поступать именно так и относиться к ним соответственно. Ключевое место сегодняшней проповеди, вы уже, наверное, догадались, это Матфея, 7 глава, 1 и 2 стих. Именно это местописание мы с вами углубимся и разберем. «Мерите, такое и вам будут мерить». Это увещевание можно продолжить. «Милуйте, чтобы быть помилованными, прощайте, чтобы прощено было вам. Как вы делаете, так будет сделано и вам. Как даете, так воздастся вам». А если обобщить, то это как можно сказать? То, что посеем, то и пожнем. Ведь на этом принципе жатвы посеяна построена вся человеческая жизнь и все взаимоотношения людей. Это предупреждение не судить, озвученное Иисусом в Нагорной проповеди, означает не что иное, как если мы позволим себе судить других, то можем не сомневаться, а ожидать, что сами точно так же будем судимы, осуждены. Кто хочет из вас, чтобы он был судим истинной судьей, Богом, а при этом получил от него тем большее осуждение, то есть даже больше, чем мы осудили. Как написано в Матфея 23 главе, 14 стихе. Или чтобы осудил его другие люди. Хотите? Да нет, конечно. Есть такие самоубийцы среди нас? Увы, есть, дорогие. Есть, к сожалению. Даже если вы это не осознаете. Слово «судить» – это крина такое, греческое слово. Оно переводится, еще означает произносить суд, осуждать, обвинять, приговаривать, делать вывод, заключение, выносить решение, вердикт. Не судите. Здесь, видите, там запятая стоит. Здесь мы не видим запрета судить вообще. Не написано же «не судите никогда», «не судите никаких обстоятельствах» и точка или восклицательный знак. Нет? Нет. Потому что, согласно Писанию, судом праведным мы судить вправе. В Матфея 7 главе речь идет, вот то, что мы прочитали, 1-2 стих, о лицемерном, предвзятом и других видах неправедного суда. Но именно таких судов, к сожалению, в нашей жизни больше, чем достаточно. И за такой суд Бог предупреждает, что мы будем судимы, притом таким же неправедным судом. Но если мы соблюдем одну эту единственную заповедь и не будем судить неправильно других людей, то Бог что нам обещает? Освободить нас от суда Божьего. А вы скажете, а как же вера в Господа? Да, такой же вопрос всплывает, естественно. Одно не исключает другого. Только человек, который знает Бога, который живет по Его заповедям, с помощью Божьей благодати способен исполнить эту заповедь не судить. Своими силами не сможет. Чем больше человек верует, тем больше света Божьего в его сердце. И тем больше он становится способным видеть все то непотребство, тем, что есть в нем. И тем больше он сокрушается, и тем меньше он осуждает других. И наоборот, дорогие, чем меньше человек верует, тем меньше его сердце касается божественный свет, соответственно, он меньше видит свою греховность, и тем больше он осуждает других людей. Так что заповедь эта верная. И русская пословица «не осуждение без труда спасение» получается тоже верная. Позиция неосуждения – это когда мы полностью передаем и самого себя,
и этого человека, которого мы осуждаем, и всю ситуацию Богу, и при этом не выносим свой личный вердикт. А это возможно, дорогие, только в одном случае, когда мы знаем и себя самого, и знаем Бога. Второй стих звучит так, да? «Ибо каким судом судите, таким будете судимы». Здесь явное предупреждение. Знаете, вот как знак «стоп». Дальше опасно. Но, увы, мы часто живем себе, как это, беззаботно, игнорируем предупреждение Божье. И даже если, дорогие, мы и не совсем игнорируем, и стараемся все-таки придерживаться что-то, исполнить что-то, но не прикладываем к этому своего сердца и максимум усилий, мы поступим все равно опрометчиво и безответственно. Делаем мы сами себе больно, себе отравляем жизнь, лишаем себя жизни в конце концов, ведем себя как враги себе же сами. Лишь когда я стала вникать в это слово, углубляться, размышлять, просить Господа помощи, вы знаете, совесть меня обличила в том, в чем бы я сама без водительства Духа Святого никогда не раскаялась, так как даже и не придавала этому значения, не считала за грех, а так, за мелочи жизни, так все живут. Например, такой грех, как моя категоричность в высказываниях своего мнения. Или пассивное, но поддержание ненужных бесед. Или поспешность в выводах. Можно, конечно, один большой камень такой, принять в свое сердце и носить его, ходить с этой тяжестью всю жизнь. Например, какая-то кровная обида, да? А можно накопить на протяжении жизни много-много мелких, незначительных камушков. И они будут иметь такой же вес в совокупности, как и тот большой камень. И также точно они будут давить. И с этой тяжестью человек также ходит. Но крупный камень заметно. И человек хотя бы пытается расстаться с ним. Особенно, когда осознает, что это наносит прежде всего вред ему самому. Когда приходит понимание, что этим камнем он как бы открывает двери нараспашку дьяволу и его друзьям. А мелкие камешки? Они тем временем остаются лежать себе в глубине по уголкам сердца и осуществлять незаметно свое смертоносное действие. Очень надеюсь, что сегодняшнее слово поможет вам с этими камешками разобраться, удалить и, что немаловажно, понять, как впредь не копить их, как правильно среагировать, чтобы не осудить человека, который ведет себя по отношению к нам несправедливо, дерзко. И как реагировать по-библейски, если брат во Христе живет в явном грехе, не собирается с ним расставаться и этим позорит имя Господа. Чтобы тема осуждения была раскрыта более полно и не было перекоса, я вкратце освещу также несколько областей, в которых христианину дано право обличать, то есть различать между добрым и худым. А потом уже мы вернемся к этому местописанию «не судите». Да не судимы будете. Наш Учитель Иисус Христос, которому призваны мы что? Подражать во всем, и Его ученики, апостолы, осуждали много раз поступки людей. Иисус в Матфея 23 глава 14 стихе называет книжников и фарисеями лицемерами и грозит им еще большим осуждением. Здесь же в 33 стихе называет их змеями, порождениями ехидными и угрожает гиенной. То есть к тем, кто, зная Слово Божье и не поступает по нему, у Христа была одна мера воздействия, а к внешним, тем, кто не является частью Божьего народа, грешникам, то есть мира, совсем по-другому. Мы сейчас не будем открывать место Писания, просто давайте вспомним, когда Иисус не осудил блудницу, а Он сказал только: «Иди, только впредь не греши». Он общался с мытарями, блудниками, не осуждая их, но давая им шанс спасения.
И нам велено не судить внешних, дорогие. Внешних судит только Бог. Господь видел сердца людей и знал, что там внутри. Видел, какие были истинные мотивы за каждым поступком. Но мы с вами не всевидящие. И мы не можем глубоко заглянуть в душу человека. Ибо кто из человеков знает, что в человеке, кроме духа человеческого, живущего в нем? 1 Коринфянам 2:11 об этом. Поэтому нам даны в Писании с вами конкретные ориентиры, когда можно применять праведный суд, а когда никакой нельзя применять. Итак, внешние поступки людей в мире, запомните, мы не судим вообще. Это чужие рабы. Значит, кого иногда в особых случаях можем судить? Только поступки своих братьев и сами себя. И вот эти случаи, описанные в Библии. Апостол Петр осудил лицемерие и ложь Анании и Сапфиры, Деяния 5 глава. Павел осудил прелюбодеяние одного коринфского брата, это 1 Коринфянам 5 глава. И также Павел научает своих учеников Тимофея и Тита обличать некоторых верующих. В 1 Тимофея 5:20 он говорит: «Согрешающих обличай пред всеми, чтобы прочие страх имели». О ком там была речь? А выше написано, что это о вдовах, которые начинали блудить, и о тех, кто осуждал беспочвенно и неправильным образом пресвитеров. То же самое и в Титу 2:15 Павел пишет, что нужно обличать тех, кто пренебрегает пресвитерами. То есть везде речь шла о таких серьезных грехах, которые вели к серьезным последствиям и оказывали влияние отрицательное на всю церковь. Рассмотрим подробнее только место такое Писания. 1 Коринфянам 5:11. «Но я писал вам не с тем, чтобы называть братом, остаться блудником, не с тем, кто, называясь братом, остается блудником, так вернее правильно сказать. Блудником — это значит развратником, тем, кто осуждает, кто совершает такие ужасные аморальные грехи. Или лихаимцем. Знаете слово лихаимец? Это такой жадный, корыстолюбивый человек, нечестный в своей работе, в делах каких-то. Или идолослужителем, это всем понятно, да? Или злоречивым. Это человек, который постоянно оскорбляет других, ругается. Или пьяницею, тот, который чрезмерно употребляет алкоголь. Или хищником, или перевод другой, грабитель. Это люди, которые для обогащения прибегают к насилию. С такими даже и не есть вместе. Я почему даю такое сразу пояснение, потому что мы сюда можем многих людей сразу, так сказать, под это подписать. Нет, конечно. 13 стих. «Внешних же судит Бог. Итак, извергните развращенного из среды вас». Кто этот развращенный? Это не новообращенный верующий. И не тот верующий, который, хотя и давно уже в церкви, но совершил какой-то из только что нами перечисленных грехов. Нет, конечно, если он это совершил единожды, там, дважды, нет, конечно. Иначе бы мы, знаете, вот почти все были бы изгнаны из церкви. Вот. Но все могут оступиться из нас. И все из нас имеют возможность раскаяться и не понести за это наказание, так как будут прощены милостивым Богом. У нас есть обетование, выведи его на экран. 1 Иоанна 1:9. Я думаю, что все вы его знаете на Иисус. «Ибо исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит от всякой неправды». Так о ком здесь речь тогда? Что за развращенные? О тех верующих, которые живут постоянно в этих тяжких грехах, хронически грешат и, самое главное, не хотят изменить что-то в своей жизни. Их такой образ жизни устраивает и не смущает. Вот общение с такими людьми более опасно, чем с людьми в мире, хотя те грешат еще больше этого. Почему? Потому что неверующие люди, они не провозглашают себя последователями и учениками Господа.
А эти согрешающие братья, они претендуют носить имя Христа и таким образом подрывают репутацию церкви. Поэтому терпимость к греху среди членов церкви, дорогие, она не всегда оправдана. Церковь должна осудить грех, который стал известен в собрании Божьем, чтобы эта малая закваска, так написано в 1 Коринфянам 5:6, речь там шла о нравственном грехе, о блуде, да, она не заквасила все тесто и не оказала серьезное воздействие на всю общину. Но в конечная цель такого суда какая? Чтобы восстановить согрешившего брата в общении с Господом. То есть, хотя мы должны осуществить благочестивую дисциплину, сделать это нужно по-библейски, с искренней скорбью, со смирением, а не превозношением, с любовью, а не ненавистью. Обязательно затем непрестанно молиться о духовном восстановлении заблудшего брата или сестры. Этот пример, я надеюсь, понятен. То есть, если речь идет о хронической греховной жизни брата, и грехи такие серьезные, вердикт тоже серьезный – отделение от церкви. А почему тогда мы крайне редко сталкиваемся с таким явлением? Да потому что если так сильно грешит кто-то, что находится уже в состоянии полного ожесточения сердца и не в состоянии раскаяться, измениться, то такой человек обычно он сам уходит из церкви, потому что мир его обязательно затянет. И если какой-то брат согрешит, второй пример хочу привести, и если какой-то брат согрешит против кого-то из нас лично, то у нас был общий грех такой, да, человек грешил. А если он лично против кого-то из нас согрешит? Есть у нас в Матфея 15 главе дана пошаговая инструкция, как нужно поступить с ним. В 15 стихе написано: «Обличи его между тобою и им одним». То есть не по телефону всем, не бежишь к пастыру, не его там сразу при всех чехвостишь. Подошел вначале и сам выяснил. 16 стих. «Не послушает, возьми с собой еще одного или двух». 17. «Если же не послушает их, скажи церкви, а не в гражданский суд беги. А если церковь не послушает, то да будет он тебе, как язычник и мытарь». То есть такой человек должен тоже понести дисциплинарное взыскание, быть отстранен. И цель такого наказания опять-таки привести к осознанию греха и заставить исповедовать его. Но в этом случае не все так однозначно, дорогие, как в первом. Можно, конечно, придержаться буквы закона и вот так поступить, как я вам сказала, а можно подойти к этому вопросу и в духе кротости, любви, и усердно просить Господа помочь приобрести этого брата, помочь его простить, в конце концов. И в 1 Коринфянам 6:7, вторая часть стиха звучит так: «Для чего вам лучше не оставаться обиженным? Для чего бы вам лучше не терпеть лишения?» Другой перевод. Для чего, не лучше ли стерпеть обиду и не лучше бы уступить? Вот так. Поразмышляйте об этом. Может, нам не стоит так уж настойчиво добиваться своего, чтобы в итоге брат был дисциплинарно наказан всей церковью. Например, в Матфея 25 главе Иисус, там звучит такой прямой просто призыв: «Пойди прежде примирись с братом, а потом принеси дар». Или «Мирись с соперником твоим скорее», то есть до начала суда. А вот пример, как себя нужно вести в 1 Фессалоникийцам 5:14. «Умоляем также вас, братья, вразумляйте бесчинных, утешайте малодушных, поддерживайте слабых, будьте долготерпеливы ко всем». Согласно этого стиха мы должны уметь различать бесчинных, то есть малодушных, то есть сомневающихся, слабых и тому подобных, и обращаться с ними так, как об этом прочитали. Как? Вразумлять, утешать, поддерживать. С малодушными и слабыми мы с вами, конечно, согласимся. Ну, все понятно, что с них взять. Духовно, морально, физически слабые люди, им нужно оказывать поддержку. А почему
с бесчинными так нужно поступать. И не выставлять их точно так же, как вот тех прочитали за дверь церкви. Ответ на наш вопрос в конце этого стиха. Будьте долготерпеливы ко всем. То есть проявляйте долготерпение, доброту, любовь к тем, и там даже, где другие люди склонны раздражаться. И нас призывает Слово, чтобы мы действовали в противоположном духе. Братьев, у которых есть недостатки, надо просто любить. И надо помогать слабым. Любовь, как написано, покрывает множество грехов в 1 Петра. Я полагаю, что этот стих вот с 1 Фессалоникийца, будто долго терпеливы ко всем, точно так же относится к ситуациям, которую мы рассмотрели, 1 Коринфянам 5 глава, где описана общая греховная жизнь, да? И также к Матфея 18, где описан грех против кого-то из нас лично. Никто никого сразу резко не выставляет за дверь церкви. Вначале идет общение, назидание, увещевание, вразумление. Всегда человеку дается шанс, что сделать? Раскаяться. Приведу цитату Иоанна Златоуста. «Если кто-нибудь соблудит, то неужели мне не говорить, что худо блудодеяние? И неужели не следует исправлять распутника?» «Исправляй», продолжает дальше Иоанн, «но не как враг, и не как враг, требующий возмездия, но как врач, прилагающий лекарства». Спаситель не сказал, не оставляя грешника, не останавливай грешника, но сказал, не суди, то есть не будь жестоким судьей. Цель не осудить, а излечить. В этом вся суть. В Писании приведено много областей, где мы не должны судить. Мы не должны судить тех, чья совесть неспокойна, и в некоторых вопросах, кто не уверен в себе. В частности, Римлянам 14 главе об этом идет речь. В тех случаях, когда брат имеет отличное, чем у нас с вами, убеждение относительно еды. Что можно есть, что нельзя есть. И какой праздник надо соблюдать, и как, а какой не надо. Каждый из нас должен поступать по своей вере и своему убеждению. Мы не должны с вами также драгоценно судить о человеке по внешности. Это Иоанна 7:24. Не судите по наружности, но судите судом праведным. Мы не должны осуждать служение другого христианина, 1 Коринфянам 4 глава об этом. И если какой-то верующий неправильно доктринально, на наш, конечно, субъективный взгляд, трактует Писание и делает это сугубо по причине того, что ему не открыто, а не с целью ввести людей в заблуждение, то есть это не лжепророк, да, то в этом случае нам также осуждать непозволительно. Заблуждение – это не ложь. Мы не должны судить немилосердно, безжалостно, поспешно, судить в духе мщения или желанием причинить вред. Не должны судить верующего брата, злословя его или клевеща на него. Мы не должны ставить на согрешившем человеке крест и считать его неисправимым грешником, если мы видим только сам грех, то есть сам поступок, но мы не знаем сердечное намерение. Мы не видим покаяния, слезы, страдания в сердце человека, который согрешил. Он уже, может быть, 1000 раз пораскаялся об этом. Мы не должны судить о человеке по одному его единственному поступку. Это все с вами я перечислила, характеристики неправедного суда. Места Писания я не везде приводила, потому что нам никакого времени не хватит. Итак, недавно я прочитала в интернете один рассказ. Называется он «Суд». И написал его пастырь, который пишет вот такие рассказы. Геннадий Сырниченко называется. Это история из его личной жизни. Очень поучительная. Рассказываю вам суть, смысл ее. Однажды этот пастырь рано утром должен был пойти на рынок для того, чтобы купить картошку. Потому что картошку можно было купить только в выходной день, более-менее по ниже цене. А ему надо было купить много, аж целых 10 мешков на зиму. И вот он ранним утром до служения прибежал на рынок и смотрит, а там людей уже полным-полно, все ряды торгующие забиты. И знаете, он тут же их осудил.
Ну как так? В выходной день, вместо того, чтобы идти в Дом Божий, они вот тут устроили торговлю. Нет того, чтобы после обеда эту торговлю устроить. Ну ладно, и вдруг смотрит он, а там, значит, в рядах, где кустари торгуют, знакомый дед Пантелеич сидит и продает свою же им сделанную добротную прялку. Знаете, прялки такие, да? Вот, прялку продает. Ну и пастырь, конечно, посмотрел прям в глубину души, как он говорит, на этого деда, подумал за него, ну вот этот тряпочник, а, ну что ему покоя нету, ведь все в достатке, вдвоем с женой живет, дети уже выросли, чего ему не хватает, что он эти деньги еще тут зарабатывает. Ну, короче, так он его осудил, так, что даже не поздоровался с ним. Просто испепеляющим взглядом на него посмотрел, вот, и такой самодовольный уже пошел дальше. А Пантелеич тоже только опустил глаза и промолчал. И вот этот пастырь приходит в церковь и смотрит, это Пантелеич уже на месте, как ни в чем не бывало. Все, он думает, вот ты же надо, барахольщик, одной ноге могиле. То есть он еще продолжает его осуждать. Одной могиле, а все деньги копит. И с чем он придет тогда к Богу? Что он в руках ему принесет? А вы знаете, и прошел какой-то год. Прошел год, ему говорят, вы знаете, Пантелеич умер. И что-то его побудило тоже пойти на эти похороны. И он пришел, и там так много людей пришло проводить этого дедушку. И так все плакали искренне, и такие добрые слова говорили. А он все еще в душе себе думал, вы не знаете, какой он на самом деле брат. Вы знаете, и тут, когда уже они поехали на кладбище, выходит один брат, верующий, Юрий, и говорит, я не могу молчать, я хочу рассказать, говорит, что я без отца вот, рос, и когда я женился, мы с женой вынуждены были взять в долг для того, чтобы купить хотя бы маленький дом. И вот приходит к нам Пантелеич однажды и приносит нам 1500 рублей, великие деньги, и говорит, нате, покройте долг. Потом другая женщина встает, Катя, сестра, и говорит, вы знаете, я тоже не могу молчать. Я, говорит, вы знаете, что у меня в шахте погиб муж, уже прошло 12 лет. У меня дети. И вот когда, говорит, Бог нам послал ангела, и каждый месяц 1 числа кто-то в конверт нам приносил, положил 50 рублей. Мы долго не знали, кто это, потом дети однажды всю ночь дежурили и выследили. Это, оказывается, Кузнецов Андрей Пантелеич, это дедушка. А когда дети подросли, он по 100 рублей стал ложить туда в конвертик. И тогда сестра Катя-то подошла к нему и, значит, говорит, ну, спасибо, Бог тебе воздаст. И вот я хочу зачитать цитату, что сказал этот дедушка. «Я, сестра Катя, дара особого не имею. Проповедовать не могу. Нынче молодежь хорошо, грамотно проповедует. Петь тоже не могу. А скоро пред Господом предстать. С чем? Одно только прялки умеют делать. Вот и тружусь потихоньку, чтобы бесплодным не быть». Как вы думаете, этот пастор, он зарыдал. Его просто совесть начала так жечь, что ему стало невмоготу. Он там раскаялся в мыслях, потом жене все это рассказал, потом после похорон вернулся обратно на эту могилку, стал на колени и стал просить прощения. И у этого человека, и у Господа, пока ему не стало легче на сердце. Если мы, драгоценные, неправедным судом осудим брата, и совесть наша не зачерствела, то она не будет нам давать покоя и до смерти. И нам не нужно ходить с этим камнем. Нам нужно раскаяться, примириться с родными, близкими нам людьми, попросить Бога, чтобы открыл, где что не так помыслили, как этот пастырь. Он ведь только помыслил, он вслух ничего не говорил. Что мы не так сказали, что не так сделали? Инициатива должна исходить от нас, если только мы действительно любим Бога и хотим жить благочестивой жизнью. Псалом 138, 23 и 24 стих нам с вами в помощь. «Испытай меня, Боже, — молится Давид, — и узнай сердце мое, испытай меня, и узнай помышления мои, и изри, не на опасном ли я пути, и направь меня на путь вечный». Осуждать оно всегда, дорогие, легче, чем оправдать. Это точно так же, как взять и бросить в человека грязь.
пятно, оно не уйдет с белой одежды сразу же, одномоментно. Для тех из вас, кто не сталкивается с судебным процессом, да дай Бог, чтобы вы их не столкнулись, я хочу пояснить вот что судебный процесс сейчас происходит таким образом. Вначале, то есть первым во всех случаях выступает обвинитель, а последними подсудимый и его защитник. То есть на человека вначале выливают всю грязь, и он уже выпачканный в этой грязи стоит весь судебный процесс. И у судьи в самом начале таким образом вырабатывается отрицательное мнение об обвиняемом. И поэтому, когда в конце дают слово обвиняемому в свою защиту, его слова часто не слышны. Они летят, как в глухую стену. Ведь уже есть убеждение, вынесен вердикт, и он не в пользу этого человека. О том, каков был еврейский суд во времена Иисуса Христа, и как, собственно, и должно быть и сейчас, я услышала от одного мессианского пастыря. Первым выступал всегда адвокат, потом два свидетеля защиты, что судья мог найти в обвиняемом что-то человеческое, что-то от Бога, так как каждый человек создан по образу и подобию Божьему. И в каждом человеке есть что-то доброе. И ради всякого человека, согласно Писанию Иоанна 3,16, Бог Отец послал на крест своего Сына Иисуса Христа. Итак, прежде чем обвинитель зачитает весь список его преступлений, адвокаты, свидетели защиты создают как бы такую основу, фундамент отношения к человеку, чтобы уже на этот фундамент могли появиться у судьи и прокурора вначале хоть какое-то сострадание или милосердие к обвиняемым, а потом уже на них легли голые, неприглядные факты из биографии этого осуждаемого, но никак не наоборот. Уловили? То есть вначале, прежде всего, осудить, чем мы осудим, вынесем свой вердикт о человеке, мы должны найти то хорошее, что есть в этом человеке, нашим братьям. Ведь в глубине души даже самого закоренелого грешника мы увидим какое-то добро. Концентрироваться на лучшем, что есть в человеке, это позиция Бога. Он так смотрит на нас. Помните, когда нас, лидеров, как-то еще тогда был наш пастырь Андрей, в доме сестры Натальи Игумной мы собрались на Сверлово, и там было у нас человек 20 где-то. И пастырь предложил нам отыскать в каждом человеке сокровище. Там надо было несколько сокровищ, и надо было их написать. Нашли же о каждом, кто там был. И как радостно было на душе у всех, как легко, приятно. Вот так, дорогие, и в любой ситуации. Нам следует вначале попытаться представить человека, который оказался в зоне нашего повышенного внимания, в Божьем свете. И постараться приложить максимум усилий со своей стороны, чтобы найти в нем сокровище и оправдать его. Согласитесь, что нам ведь самим плохо, когда мы думаем о ком-то плохо. Плохо же? Плохо. Считать себя лучше других – это высокомерие, это гордость. Гордость, она питается осуждением, знаете, это ее пища. Она сама себя превозносит так, она так самоутверждается, повышая свою личную самооценку. И чем человек горделивый, тем больше он осуждает других. Будем мы так себя вести и дальше, значит, сами на себя накличем наказание. Ведь будем судимы и Богом, и людьми. И знаете, дорогие, это ведь правда, что никто так себе не навредит, как и сам себе. Никто так не навредит. А как бы если, я скажу так, а как быть, если нету никаких оправданий для поступка человека? Ну вот нету, невозможно его оправдать. Поставьте себя на его место или поставьте своего ребенка на его место. Вот как бы вы в этом случае искали оправдание?
то, наверное, разбились бы. Правда же? Вот по максимуму нашли бы, как бы оправдать. Очень постарались бы, сверх сил. Надо включить свет Божьего Слова нам, дорогие, и осветить ситуацию со всех сторон. Много есть мудрых притч на эту тему. Пока не пройдете путь в обуви этого человека, не судите его. Или не суди ближнего своего, пока ты не окажешься на его месте в суде за такое же преступление. Или такое выражение, более грубое, не побываешь в его шкуре, да? Не суди. Мы многого можем не знать. А судить человека только по соделанным поступкам – это неправедный суд. Себя-то мы с вами как судим? По намерениям. Не хотел я так, случайно вышло, ошибся, ну с кем не бывает. Ну не в курсе был и так далее. А других мы судим только по поступкам. Но у другого человека также могут быть эти же оправдания, и надо их просто поискать. Возможно, их поступок он совершил точно так же, случайно, по ошибке, а возможно, он вызван тяжелейшими обстоятельствами в его прошлой жизни или в настоящей. Ну, например, рос, как часто бывает, в такой неблагополучной семье, в ужасных условиях. И вот сорвался как-то, потому что дьявол нашел больное место, которое еще Божья любовь не исцелила. А мы тут еще набросились. Когда в художественном фильме главный герой совершает преступление, но перед этим мы знакомимся с ним, как с человеком, в общем-то, хорошим, знаем истинные причины, повлекшие это преступление, то мы даже сострадаем герою, да? И мы уж точно не хотим, чтобы он был наказан по максимуму. Это психология наша такая. А если нам покажут в начале жизнь положительного героя, то был отрицательный, положительного героя, и вот он такой хороший, и вдруг он сталкивается с какой-то несправедливостью со стороны уже другого человека, отрицательного, естественно, но о котором в фильме ничего не рассказано. Вы знаете, тут у нас уже будет более строгий суд. Это я все к чему? Так что всегда, имея смысл, вначале найти то хорошее в человеке, что в нем есть, а не смотреть сразу свысока вниз. Один рассказ, описанный в Талмуде. Талмуд – это устная Тора, кто не знает. Меня впечатлил. Надеюсь, что и он станет ценным уроком для кого-то из вас. История там такая, о некотором человеке, который как раб проработал 3 года на хозяина. И поэтому я сейчас вам даю такое вот задание, чтобы вас вовлечь. Задание такое. Вот поставьте себя на место этого раба и проследите за своими чувствами и выводами, которые у вас будут по ходу того, как я буду говорить, возникать. Итак, этот человек проработал добросовестно 3 года. Накануне судного дня этот работник попросил хозяина заплатить ему за его труд, чтобы вернуться домой к своей семье, жене и детям. Хозяин ему ответил: «Нет у меня денег». «Заплати плодами», – предложил ему работник вернее. «Нет у меня плодов», – ответил хозяин. «Ну заплати тогда землей». «Нет земли у меня», – вторит ему хозяин. «Ну заплати скотом». «Нет у меня скота». «Ну заплати постельными принадлежностями». Ответ тот же: «Нет у меня постельных принадлежностей». Работник ушел с пустыми руками. Так ничего за 3 года и не заработал, то есть бесплатно работал. Скажите, что у вас на душе и в мыслях, дорогие? Вы смогли оправдать хозяина? Или не поверили ему? Ведь знали, что у него все это есть, коль в достатке есть, коль работник просил ему это дать. Кто-то нашел оправдание? Я думаю, вряд ли. Прошло 3 дня. И вот хозяин этот пришел в дом своего бывшего работника. И пришел не один, он привел 3 животных, которые были навьючены там разной едой, напитками, и принес деньги за работу. И после того, как они посидели, пообщались, поужинали, хозяин и спросил: «А что ты подумал, когда я сказал, что у меня нет денег?»
ответ. Что тебе подвернулось выгодное дело, и ты вложил в него все свои деньги. А что ты подумал, когда я сказала, что нет плодов? Подумал, что ты еще не успел отделить десятину Богу. А когда я сказала, что нет земли, что ты ее сдал в аренду. Ну а когда сказал, что нет скота, ну, что, возможно, кто-то нанял его у тебя. А что ты подумал, когда я сказала, что нет и постельных принадлежностей? Подумал, что ты посвятил их храму. Заплакал хозяин и сказал: поистину все так и было. Ибо я посвятил все мое имущество в доме моем ради того, чтобы сын мой отправился на учебу изучать Слово Божье. Теперь же я сходил с Недрион, и они отменили все мои клятвы. И так как ты нашел возможность меня оправдать, зато и ты будешь оправдан на небесном суде. Потрясающе, да? Работник не искал, за что осудить хозяина. А что он искал? Как его оправдать? Делаем ли мы так, дорогие? Если мы научимся думать о людях хорошо, научимся так оправдывать их поступки, мы в первую очередь оградим себя от многих душевных, а затем и физических проблем. Горечь обиды не сможет проникнуть внутрь нашего сердца, а значит, там чего будет больше? Больше Божьей любви. Займет это место любовь Божья. Роль прокурора, роль судьи – это не наша с вами роль. Наш Господь Иисус кто? Ходатай и адвокат. И мы должны во всем Ему уподобиться. Он до сих пор ходатайствует за нас, находясь в одесную Бога, и защищает нас в небесных судах. Слава Ему за это. Как же, дорогие, остановить себя, когда так и хочется осудить человека за какой-то грех? Ну, видно же, что паршиво поступает человек. Есть подсказка в Писании. Давайте сейчас уже мы ее откроем. Можно, чтобы вы просто видели. А нет, наверное. Сейчас. Иоанна 8:7, там написано: «Если кто из вас без греха, первый брось на нее камень». Кто это сказал? Иисус. Кому Он сказал? Фарисеям, да? Когда они привели к Нему блудницу. И что люди начали делать? Люди начали проверять свое сердце и уходить оттуда. Прежде чем открыть нам свой рот, чтобы осудить человека, крепко нужно подумать и заглянуть в свое сердце. Посмотреть на себя, перевести взгляд просто с греха брата на свой собственный грех. Кто, как не мы сами, лучше других знаем, в чем мы имеем слабости и где мы согрешаем. Задайте себе вопрос: а я свободен от этого недостатка? Простой вопрос, прежде чем осудить. Потому, знаете, дорогие, я хочу сказать, что мы осуждаем чаще за то, что у нас есть. Поэтому это очень хороший вопрос. Если есть и еще другой способ, я так бы сказала, остановиться вовремя, то есть не осудить человека. Знаете, что можно сделать? Можно на свое место поставить Христа и подумать: а как бы поступил Господь? Осудил бы в данной ситуации или нет? Я надеюсь, что ответ очевиден. Иисус и нас с вами, грешников на кресте, нашел и там оправдание для нас. Что Он сказал? «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». Луки 23:34. То что тогда говорить о каком-то одном проступке человека? Делаем вывод. Лучшее лекарство от осуждения – это осознание своей греховности. Кто без греха, брось камень. Ну а если мы уже мысленно осудили человека, это же быстро происходит.
Да мгновенно может прийти мысли-то их, они мгновенно. Что делать тогда? Нужно также быстренько, мысленно и покаяться. Вот мысленно покайся и все, уйди от этого. Но можно покаяться воочию. Приведу пример из своей жизни. Пришла ко мне как-то в гости соседка. И вот она села на кухне за столом, а я в раковине там мою овощи, чищу овощи. И когда закончилась эту работу, я шкурки эти стала выбрасывать в ведро. Ну, а затем последняя очередь вытащила ситечко, которое у меня там лежало, и стала чистить ситечко. И тут соседка говорит: прости меня, Люба, я ведь сидела и осуждала все это тебе время, все время, что ты забиваешь трубы шкурками. Она-то ситечко не видела. Вы знаете, я на всю жизнь запомнила этот случай. И очень благодарна соседке за ее искренность. Так что поступайте так, как вам ваша совесть подсказывает. Итак, что требует от нас Слово Божье? Не брать на себя роль судьи, не судить внешних, то есть людей из мира. А что касается братьев, то судите греховные поступки, которые мы рассмотрели сегодня, Божьим праведным судом. А в остальных случаях, поскольку мы смотрим только на лицо, и мы с вами не видим сердце, и мы с вами не знаем всех обстоятельств, то лучше нам покрыть любовью грехи верующих и учиться видеть в других людях прежде всего хорошие. Лучше нам с вами оставаться безнадежными адвокатами, ища оправданий для человека, чем быть в роли такого строгого судьи, жестокого, строгого. Выбор за нами, дорогие. Всегда нужно стараться быть снисходительными к поступкам других, быть милосердными, долготерпеливыми, не торопиться осуждать, а учиться судить прежде всего кого? Себя, слышу, кто-то правильно говорит. 1 Коринфянам 11:31 об этом. Ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. Так что на себя смотрит. И последнее на сегодня место Писания, буквально 1,5 минутки еще. Вернемся к Матфея, 7 глава, 3-5 стих зачитаем. «И что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь? Или как скажешь брату твоему: да, я выну сучок из глаза твоего, а вот в твоем глазе бревно. Лицемер, вынь прежде бревно из твоего глаза, и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего». О чем здесь? Господь говорит, что мы других людей судим строго, замечаем даже небольшие их недостатки, тогда как сами себя оправдываем и не обращаем внимания на гораздо большие грехи. А должно быть, дорогие, все наоборот. На свои грехи нам нужно смотреть в какое стекло? Увеличительное. А на грехи других в какое стекло? Уменьшительное. Именно наши собственные грехи лишают нас правильного духовного взгляда, так как мы смотрим на окружающих сквозь эту призму этих самых личных грехов. Для того, чтобы правильно судить о поступках других и быть в состоянии это делать, в состоянии помочь другим, надо быть самим нам чистыми и свободными, а не с искаженным зрением, с бревном в глазу, предлагая свою помощь другому. Это лицемерие. Лицемерие. Дорогие, эта тема, она необъятная. Поэтому предлагаю закруглиться. Основные моменты мы сказали, но сделаем такой вывод. До тех пор, пока у нас не будет отношения к любому человеку, даже с очевидными грехами, как к тому, ради кого пришел в этот мир Иисус Христос и ради кого Он умер на кресте, никогда у нас не получится судить о чужих грехах так, как это угодно Богу, то есть праведно. И мы никогда не сможем быть свободными от осуждения, не сможем вырваться из хитро сплетенных сетей врага и стать сами себе истинным другом. Но будем и дальше оставаться
себе злейшим врагом, а для окружающих людей, для других, строгим, жестким судьем. Спаси и сохрани нас, Господь, от этого. Аминь. Аминь. Дорогие, если вы не против, мне такое пришло сейчас вот в конце, может быть, мы помолимся об этом? Давайте. А потом дома еще помолитесь, каждый, зная за что, попросит Господа, я думаю, Он обличит. Я, как эту проповедь, ни одну не готовила, потому что столько я еще не плакала, стоя на коленях. Вот я думаю, что у каждого будет такая возможность дома. Давайте все вместе помолимся. Дорогой Небесный Отец, Господь, мы благодарим Тебя за слово, которое Ты даешь нам. Мы благодарим Тебя за эту пищу. Мы славим Тебя, Господи, спасибо Тебе за Твою любовь, милость, Господь, долготерпение. И прямо сейчас, Господь, мы раскаиваемся, что просто грешили и не осознавали. Грешили, Господь, сами себя отравляли, сами себе, Господь, сокращали жизнь и не понимали, что мы делаем. Господи, прости и помоги каждому из нас очиститься от всех тех камушков, которых мы накопили, Господь, за свою жизнь, от всей этой тяжести, Господь, очисти нас своей кровью, освети нас своим Духом Святым, омой, Господь, живой водой, чтобы мы были чистые и могли принимать, Господь, Твою любовь и могли изливать. Помоги нам, Господи, чтобы мы в других людей видели прежде всего Тебя, Христа. Человека создано по образу и подобию. Ты каждого сотворил для добра, и в каждому есть драгоценность. Господи, помоги нам не быть этими судьями. Да будем мы лучше, Господь, как Ты, ходатай и адвокат. Достанем мы в эту позицию, Господи. Благослови нас в этом, Боже, чтобы мы были быстры на то, чтобы прощать людей. Чтобы мы прежде всего смотрели на себя. Показывай нам, Дух Святой, обличай. Обличай, чтобы мы просто даже с этим не находились и одной минуты. Благодарим Тебя, Господь, за это слово. Благодарим Тебя за Твою милость, Господь. Славим Тебя за все. Да будет Тебе, Господь, вся слава и хвала. Аминь. Дорогие, я вижу, что у нас еще есть люди. Садитесь, садитесь. Есть те, которые первый раз, некоторые ушли, ну, по разным обстоятельствам, кто-то остался. Скажите, если кто-то из вас еще не примирился с Господом, и он бы хотел это сделать, он хотел бы стать его детем, хотел бы войти в Божью семью, хотел бы возрастать в Господе и иметь это крепкое основание, и иметь надежду на будущность, но он не знает, как это сделать. Он никогда не призывал имя Господа. Поднимите руку, мы помолимся вместе с вами, поведем этой молитве. Если таковые есть, без принуждения, это должно быть отклик вашего сердца. Я просто не знаю, что все ли здесь спасенные или не все, поэтому спрашиваю такой, задаю вопрос. Если не готовы, значит, пусть есть такой, да? Выходите, драгоценные, идите сюда. Драгоценные, это Саргилана, я так понимаю, наша сестричка. Сейчас мы вместе помолимся с ней, чтобы Господь коснулся ее. Вы тоже пришли, да? Очень хорошо. Саргилана и Елизавета о Боге знают и хотят, чтобы Он стал ихним Господом. Поэтому вы закройте глаза, чтобы вас никто не смущал. Вот представьте себе, что вы стоите, и здесь стоит Бог. Больше никого. И вот слово, снимите масочку, так будет лучше. И слово нужно произносить вслух. То есть это повеление Господа, чтобы мы исповедовали. Поэтому повторяйте просто за мной, но от своего сердца. Хорошо? Хорошо. Дорогой Небесный Отец, я признаю, что Иисус Христос – это Сын Божий.
И Он пошел на крест за мои грехи. И Он умер и воскрес на третий день. Я приглашаю Тебя, дорогой Господь, войти в мою жизнь, простить все мои грехи, которые я совершила в своей жизни, вольно или невольно. Я все это слагаю у Твоих ног. Дорогой Господь, я благодарю Тебя, что прямо сейчас Ты простил меня и Духом Своим Святым вошел в меня. И отныне Ты мой Отец, Ты мой Господь, а я Твое дитя. Я благодарю Тебя за все, что Ты простил, очистил и ввел свою семью. Возьми меня за руку и веди своими путями отныне и вовеки. Благодарю и славлю Тебя за все. Аминь. Аминь. Дорогие, давайте мы помолимся за наших драгоценных сестричек. Так важно, когда семья радуется, да? Говорят, что даже небеса, они ликуют об одном спасенном, а тут два человека, две сестрички сразу, значит, там на небе ликуют, и мы должны радоваться. И поэтому аплодисменты громче, поэтому не забудьте подойти, да, возрадуемся, потому что это же, вы же каждый помните этот день, неважно, какие были ощущения, важно, что происходит внутри человека. Если это сердце, Дух Святой вошел, человек родился свыше. Аллилуйя. Мы помолимся за вас, вы не против? Да? Да, давайте. Дорогой Небесный Отец, Господь, благодарим Тебя за это чудо рождения свыше. Спасибо Тебе за эти сокровища, Господь, за этих сестричек, которые Ты привел, Господь, в свою семью. Благодарим Тебя и славим, Господь. Мы отдаем Тебе, Господь, Твои святые руки, их жизнь. Мы молимся, Господь, чтобы Твоя рука отныне была на них, чтобы Ты вел, направлял, руководил, защищал и покрывал, чтобы ангелы Твои охраняли их, Господи, и чтобы их род, так же, как они сейчас, также были благословлены, чтобы они пришли к познанию Тебя, к покаянию и служили Тебе во имя Иисуса. Благослови, Господь, их возрастание, благослови их окружение, Господь, дай им помощников, те, которые, братья и сестры, будут помогать им возрастать, будут давать эту духовную пищу, Господи, благослови. И только Ты знаешь их нужды. И сейчас они, как новорожденные детки, как младенцы, все, что они, Господь, просят сейчас, о чем они взывают, Ты знаешь, и Ты обильно отвечаешь, Господь, шлешь свои благословения. Мы с этим просто соглашаемся. Да придет полное божественное исцеление в каждую сферу их жизни, в их души, в их тела, в их семьи, в работу, Господь, в отношении с другими людьми. Господи, да придет Твоя благодать, да придет Твое изобилие, да будут они благословены на входе и на выходе. И все благословения, Господь, все обилие, которое Ты нам даешь в Своей, Господь, в крови, которая, оно да и зальется на них обильно во имя Иисуса Христа. Благодарим Тебя и славим за все. Аминь. Слава Богу, чудесное время, чудесная проповедь, прибавление в нашей семье. И я сегодня хотела бы свидетельствовать то, что когда мы говорим и свидетельствуем о Божьих делах, оно способно влиять на сердца, вообще на жизни людей. И помните, в прошлое воскресенье наша сестра Валентина тут выходила свидетельствовать. Помните, у Вали была что-то разрыв спины, и когда она прославляла Бога, покаялась в том, что она не очень-то
плохо подумала о человеке, эта боль, эта немощь ушла. И в то время, когда наша Валя тут, в этом зале свидетельствовала, там сидела сестра Сардана. И после собрания, после того, как собрание закончилось, Анна подошла ко мне и говорит: Сардана хочет, чтобы помолились за ее спину. И когда мы подошли с сестрами Сардане, она сказала, что вот свидетельство Валина обличило ее сердце. Она нашла в своем сердце, что она поступила плохо с человеком, плохо подумала, а еще больше того, что она, плохо поступила с этим человеком, и она сейчас хочет покаяться и хочет, чтобы сестры помолились за ее исцеление. И сегодня, когда я спрашиваю у сестры Анны, как с Сарданой, как ее спина, она говорит, что Господь ее исцелил. Ей стало так легко, так свободно, и прямо она радуется. И поэтому я хочу призвать вас, драгоценные наши братья и сестры, свидетельствовать о тех чудесах, которые делает в вашей жизни Иисус. Потому что это не наши, собственные блага, это то, что происходит в нашей жизни, это благодаря любви Бога, благодаря Его прощению, Его принятию нас такими, какие мы есть. И сегодня есть также нужда у одной сестры, и давайте помолимся за нее. Сестра Анна, да, Елизавета, она только что стала нашей сестрой во Христе. Елизавета, подойдите, пожалуйста. Церковь наша будет молиться за вас. Я хочу напомнить, что в нашей церкви было столько много свидетельств, когда вся церковь молилась за больных, и Господь такие чудеса делал, когда люди с последней стадией рака, они исцелялись. Люди, у которых было, порок сердца, врожденный порок сердца, и этот человек сам верующий, он по вере вышел сюда, свидетельствовал и призвал церковь, чтобы церковь помолилась. И Господь ее чудесным образом исцелил. Этот человек сам медик, да, Сунтаров. И еще много-много свидетельств, когда Господь исцелял глаза, женские органы, суставы. И за все это слава Богу. Давайте, Любовь Николаевна, выходите. Еще кто знает, что Господь ему дар исцелению, присоединяйтесь, будем молиться сейчас за сестру Елизавету. Давайте, церковь, прострите руки. Драгоценные, просто все вместе соглашаемся. Все вместе соглашаемся. В духе, можете в духе возложить руку, это то же самое будет. Дорогой Небесный Отец, Господь, мы благодарим Тебя за исцеление, что Ты заплатил цену, забрал все немощи на крест. Вы не молитесь, сестричка. Все немощи на крест. И эта болезнь, которую поставили, это диагноз, который поставили драгоценной нашей сестре, он на кресте. Мы сейчас все соглашаемся, и мы утверждаем духовный мир, что ранами Иисуса Христа наша драгоценная сестра исцелена. И это во славу Твою, Господи. Прямо сейчас, Господь, мы силой и властью, которую Ты нам дал, Ты сказал, возложите руки на больных и будут здоровы. И мы больных, Вы сказал, исцеляйте. Прямо сейчас, Господь, мы провозглашаем, что именем Иисуса Христа эта болезнь ушла вон во имя Иисуса Христа. Всякий дух опухоли ушел вон во имя Иисуса. Мы связанными запрещаем Тебя именем Иисуса. Пред именем Иисуса преклоняется всякий диагноз, всякая болезнь, всякая немощь, полная свобода. Да рассосется, Господь, все, что не от Тебя. И каждая клеточка придет в норму, как задумано Тобой. Мы говорим очищение, освобождение, исцеление. Кровь Твоя, Господь, да омоет ее сейчас. Твой дух в ней, и она стала храмом Твоим. Господь, Твоя исцеляющая сила сейчас действует. Мы благодарим Тебя, Господь, за исцеление драгоценной сестры. Слава Тебе и хвала за Твою верность. Мы стоим на Слове Твоем, как на твердыне. Аминь.
Слава Богу. И, драгоценные братья и сестры, вы знаете, что говорит Марка 16 глава, 17 стих? Уверовавших будут сопровождать сии знамения. Именем моим, если возложат руки на больных, они исцелятся. И это про всех, про нас, которые уверовали в Иисуса Христа. Так что будьте дерзновенны во имя Иисуса Христа, практикуйте, молитесь. Да. И давайте сейчас согласимся в молитве за сестру Марисабель. Вот Марисабель. За эту малышку церковь тоже молилась, когда врачи ставили ей очень плохие диагнозы. И это Божий ребенок, благословенный. Да, ее будут оперировать, у нее есть гемангиома, это такая, как родинка с этим сгустком крови. Да. Дорогой Небесный Отец, Господь, благодарим Тебя, Господь, за Марисабель, за эту дочь, Господь, Твою, благодарим Тебя, Господь, что она уже, Господь, посвящена Тебе от утробы матери, Господи. Это Твое дитё. Благодарим Тебя, Господь, прямо сейчас. Ты прикасайся к этому месту. Господь, да будет наши руки продолжением Твоей руки. И Твоя исцеляющая сила, Господь, да действует. И прямо сейчас да пройдет рассасывание этой гемангиомы. И все станет на место во славу Твою. Чтобы не было никакой операции, Господь. Ты Бог чудес. Ты Бог чудес. Ты наш Бог. Господи, спасибо Тебе. Спасибо Тебе. Ты сказал, по вере вашей да будет вам. Мы верим, Господь. Мы стоим на Твоем слове на обетовании, что Марисабель ранами Твоими уже исцелена. Это невинное дитё, оно исцелено. И да будет это исцеление во славу Твою, Господи. Благодарим Тебя. Аминь. Покажите голову. Слава Богу. За все слава Богу. Драгоценные, на этом мы благословляем вас, вашу неделю, ваши дела, ваши помышления да будут угодно Богу. Маэстро, мы просим, чтобы еще прославить Бога.
по домам.